azallag banattı. Alfan blaytı bron ama avcıts alta. Жынтаиш баурнан каттарам кувам бынат кайвуд уй. Кайба пыгдарта, саманай фихалтуй. Чизы сардамазы ахамфад сайтыхайн уахтуй. Асы фаршты тарай халаныл басар хайзыштым. Лидия Журавлёва ячинеджи кутфыши умагашка молазандон бира бынатахшта. Нуда шамануша карон ам ангом сартканын райдыт той, чырыштон динал хаштхуматак чыжыта. Рымбырца котта Евдокия Лазенко. Уйвуд идазуш, касы орашей молазандонтыл ржилд, амайн умжароншых даглактажах той, ам ирыштоныдар яхадаг молазандонан бандур кайраварзан уй. Весной 1894 года епископ Владикавказский Владимир Синьковский осветил церковь в честь покрова Божией Матери. И в этом же году вышел указ Священного Синода об образовании во Владикавказе православной Покровской женской общины. А 1 октября состоялся первый престольный праздник в общине. Сабаштыхайзы шараштой уйма абондариш бамбаран самазы бажад умакубака шайвод. Расшухды маштыр, зауджика ухажнатан шаивдар. Чизы сардудон анну выдайсался коттой асабаштыхай. Монастырь был окружен кирпично-булыжной оградой. Представляете, сколько трудов приложили монахини, чтобы привести эти булыжники с терека и вот построить такой забор. Вот здесь употреблена так называемая аланская кладка. Называется рыбья кость. Такая же кладка существует и в Крыму, где также проживали аланы. Эта ограда каменная продолжалась до самого вокзального проспекта. Но недавно при вселении в это здание редакции газеты «Из рук в руки» они самовольно разрушили эту кладку и установили вот такую вот решетку металлическую. Такой акт вандализма они совершили незаконно. И потом здесь имелись две кучи, одни кирпичей штенгеля и булыжников, потом они исчезли. Кад дойнак дурта лаварудышты, от агури дурта абондармашты тыңжынарх. Ама адамма еттак бакашт, каждык кашт. Худыкот той, ама каждыгышты мидагайзы чииш удондар. Хисавадайдар биратам усақыдывуд. Рашта гифта ама молазандонан явавар хуждар нафаси. Мин фарашада автошамажа революцийных копкотта. Од рашта дешаветон фатаг Ленин фашта. Бороться с предрассудками надо чрезвычайно осторожно. Много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбления религиозных чувств. Уйфандыт самай адаман шакудаева, ама шахадак шахишшырдак каной саулы уанденс умай. Шаветон хисавад юлафта на подыкоттой. Бирата саттаудышты суфанда фадмита дарбаканымма. Необходимо организовать выступление представителей голодающих с просьбами к советской власти принять меры, чтобы излишнее церковное имущество пошло на борьбу с голодом. Нам нужен веский предлог, чтобы уничтожать духовенство, не вызывая возмущения народа. Лев Давыдович Троцкий асан хашта шадаж ражмажахта. Сын шанкот той. Адам масадарит таруд удон сымбайш той. Сатыллагиш той бадыртай, уйкана фашаран тамой кот той. Каная магурада ман шафаллой нахмалавар той. Фацаграйдыт той шашгаринай, штайбавнал той хазара зауматтам, ама Адам макунису албажат. Малатык ахал кунулла удышты. Вот садины кушчета нахма ардаун райдыт той. Удом мабирах сариш, ама сынсабайшин кайкао уйтахай. После революции отношение к церкви резко изменилось. Священники и монашествующие были подвергнуты гонениям. Из Покровской церкви были изъяты все драгоценные металлы, золото и серебро были изъяты. А все имущество Покровского монастыря в 1921 году было передано местному коммунхозу. А коровы, лошади и пчелы были переданы
разместившуюся на территории монастыря детскому дому. В этом детском доме содержалось 308 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Сократ ярашта джифышта, адай максифанды в жарзинат кушаража, вот тарихи рашт канзана маил штамхат башаттын. Чиин халая куттаг, уйтафы цаджидар пама кудыкана, тархомала варчио, уман сапайда иш яфадмия уул, вода суавар марсадыштадам, сапайда сымфешты воды ивцинаттам. Религия в обществе играла очень большую роль. Пацахарашта джидини кучита тынга хады той ахшанады шайрагдар куттактыл. Бардар той бира фарштатам. Шаветом пацахадуй хоржым баршта амая ахам шихаг нисаман куд. Равжашта тоха фандаг ама пырхкотта дины тафак самахаца котта удон югулдар. Уй башта адаман басата котта яхидин. Вама фажандышты нок кувандатты фаландар хужон. Саул хутышты ама сайма тох коттой удон нок хужы шахадагышт коттой. Жағам селени на мавзолей, со Сталины камта ама бюста алы хазардар. Суалдай мазауд, барагнау, шашайрагдар куштауд, чырыштон дин фешафын. Ама сын бира банты, что сақуттаджи. Канд дин на шафт, фала амткай адаман шауды саурнон зинадуд, уй, ни саулаур штой, ни сауратта. За моей спиной это все, что осталось от бывшего Покровского храма, бывшего женского монастыря. Нам он был передан в 2014 году благочестивой семьей Савиди, семья которой в силу определенных обстоятельств стала принадлежать это здание. Алтарная часть была снесена, это как до них принадлежало какому-то ингушу это здание. Алтарная часть была снесена, и могила игумни Клавдии, которая была убиенная, она была похоронена прямо перед алтарем, вот она была разорена, и над ее могилой создали вот этот гараж, где чинили машины. Когда мы туда пройдем, то можно увидеть склеп. Игуменья Клавдия, зауджика ушылгой макты молазан доны шарглауаг, артынамашты адам молазан дом пырхканын курайды той, вот шылгой маджи фадганджи тарсах штой, баба штойя, фадмита инфакот той, уйфаштатая, удыгашай башах той. Артынамашты шаветун хисавадытых фақаттықтыр. Анаққан патсақадыл репрессита рагулф коттой. Арғуанта фатфадылық каттой, пырх коттой, молазан донта кувандатты. Дины кушитай, каймарга коттой, кайташа бірмарвыштой. Адамы арғуантам сауынна уақтой. Баракканан тамгашка, мин фарашада авташа мажы уарашей уд, мин дуын фонз молазан доны, ама фанзайсы пар мин арғуанай фылдыр. Фаламазы мин фарашада штаев дамажма бажат фынтыш молазан доны, арғуантата ықшажминай гыцылфылдыр. На этом месте располагалась Покровская церковь женского монастыря. Она имела следующий вид. Она состояла из колокольни и, собственно, храма. А на этом снимке, присланном из Германии, изображены первые насельницы общины женской. Они изображены на фоне ступеней у входа в колокольню. Птичка здесь изображена монахиня, которая стала предположительно последней игуменей Покровского монастыря. Она похоронена в селе Камбулат Ставропольского края. Эта фотография сделана вот на ступенях, ведущих в колокольню. А вот на этом снимке самый первый священник, который служил в Покровской церкви. Это отец Лукьянов Сергей Павлович. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян. Вот эти те самые камни из фундамента Успенской церкви, которых до сих пор хранят следы известкового раствора, который Юрий Агузаров перенес вот в это место, вглубь двора. Сказал, что эти камни святые, их выбрасывать нельзя. Второй вход в женский монастырь. Здесь арка кирпичная была сохранена. В советское время ее хотели разобрать на кирпичи, но местные жители воспротивились этому, и арка была сохранена. Видите, вот здесь еще имеется такой дверной проем, каменный, заложенный сейчас кирпичами. Местные жители вспоминали, что они видели, как старица Анастасия Андреева
идя на госпитальное кладбище, всегда останавливалась у этих ворот и молилась. Дишагнов арванчи паркота удон шафлдерхай надар кашинжта надар фишин. Автокам фандадер культура каман нафаккана уй иней культура нафембарым. Шаветон пацахат мин фарашада артынамашты ятахаку басыд одрайдытта ешайрак даржнаги матохканын. Уйма иронадам катфандадер мардан штыркат куттой. Никуда авто самоищи барвандуной инган фасагая. Шаветон пацахат маусагдав каттак факашт. Ноги диалоги бират жардатан фасыд, ама шасардивым февнал той. Налса кудышты фадалтык конагдав, ама дины домантан. Вот здесь вот перед алтарной частью это все церковный погост. Здесь до сих пор сохранились могилы, и по ним ездят автомобили и ходят люди, что печально. И мы бы очень хотели обрести эти захоронения, чтобы достойно погрести их в другом месте. Эти люди этого заслуживали, они подвязались на этом месте, они защищали своей молитвой наш город. И, наверное, до сих пор защищают, я так думаю. Здесь находился один из входов во двор женского монастыря. Вот это здание более позднее. Это были широкие арочные ворота, кирпичные. Но в советское время арка была разобрана на кирпичи. Как видите, у входа в монастырский двор имелась ниша в заборе. Предположительно, там находилась икона. Это сохранилось еще с монастырских времен, эта вот ниша. Асыба хижанай бира качинлык табакахсав котта. Шуангма пацах ник ала дыккагамдыр. Ирыштону куыд вадардам шакка котта. Жағын қауы амайы хуматагадам кубажыт той. Вадуа бона ам сардышты самайы юсаштай оттарфенуй улар хайтой. Штай сыфанды авжаруавырдыр. Молазан доны сарджыта магурадаман на никужахтой. Катфандыдыр бахушканым маудышты сатта. В 1892 году место было освящено под церковь и под общину, но возникло неожиданное препятствие. Во Владикавказе разразилась эпидемия холеры. И на этом месте были построены холерные бараки, а сестры общины были вынуждены ухаживать за холерными больными. Весь следующий 93 год был посвящен обустройству церкви и прилегающей к ней территории. Гыцыл амакундак хазарта. Молазан донан яваты савы ырмашт хушын бан дон амафынг. Хаткайзы уйдарна вайым. Ахам кундак хазарты сарын сныр адам. Чидер самбафтыта амбонд, волдай волазгута амафтыдартыр. Фалашабынатты саджинставаттыр молазанты ватташтым. Это одна из монашеских келей. Видите, еще сохранились вот эта вот деревянная рама. А здесь уже, конечно, заменено на пластик все уже, но сохранилось все. Вот видите, обкладка деревянная. Здесь высота потолков достигает более 3,5 метров. Ам молазан дон административон ватта удыштым. Умай волдайма ам бажадышты, хуматаг молазанты уаттадыр. Штеймана асы кардо балаш. Дишагнау, каттыр асы кардо тала, нышахта южаронт губыр молазан шилгоймаг. Вообще вопрос исторической справедливости в этом плане, он самый важный. Мы должны хранить память о тех, кто жил до нас во Владикавказе, быть им благодарными. В рамках этого проекта мы хотели бы создать небольшой музей сестер Покровского монастыря. Кое-что сохранилось. Они ведь и детский приют создали, и больницу построили, и просветительством занимались. А жили они за счет того, что рукодельничали. Они готовили тогда приданое девушкам и делали это очень мастерски. Абоны бондарафтау, молазан донта шейхса канынс хуматак куштай. Кам кардаджитам быртканынс, кам зауматты канынс, кам тасын адам шахадак барван донай ишты балавар канынс. Ахам куштай штырпайда ниш канзына. Вот в таком состоянии могила, потому что здесь, в общем, не богобоязненные люди обитали довольно долго. И здесь чинили машины, сливали мазут в эту же могилу. И вот в такое состояние все приведено. Мы сознательно пока ничего не трогаем, потому что у нас идут переговоры с АМС Владикавказа по поводу того, чтобы
начать здесь возобновлять строительство. Сейчас мы готовим архитектурный проект, он уже практически готов. В рамках существовавшего здания церкви возобновлено будет и храмовая жизнь, и монашествующих. Вот. Естественно, это будет сделано с условиями добрососедских отношений с нашими соседями. У нас очень хорошие соседи по-интернационально, они понимают, где они живут, с чем имеют дело. Многие из них живут в кельях монашеских. Это все еще монашеские кельи, да. И мы будем стараться как бы это осуществить. Дуамин сапырды шамажы амса аргуан лауд, уй аллагир шылгоймакты молазан донан раттуй. Дуамин автошамажы тайы напырхкоттуй, ягури дурта нормадыр амышты. В наших планах возродить это место. Это не нам принадлежащая инициатива, это воля Божья. Потому что люди, светские люди, которым осталось это здание, они сами передали по своей воле, вернули это здание церкви в надежде, что здесь возродится монашеская жизнь. При разборе старой части здания мы сохранили исторический кирпич. И хотим при устройстве нового храма включить его в процесс строительства, да, и такую историческую как бы стену оставить. Вот. И место, где вот разоренная могила игумени Клавдии Убиенной, мы хотим тоже сохранить. Оно будет находиться внутри храма под бронестеклом, чтобы было доступно для простых людей. Юан листвичины хаштамгашка, дуня яхи молазанты ковдайшагдакканы, амаша ковдырваджи, харжабон валахишканым. Ну, вы сами видите, в каком тут все состоянии вокруг, и шприцы валяются, и бутылки битые. То есть здесь нужно коренным образом это место превратить из, грубо скажу, из наркоманского притона в то место, которым оно было, святым местом. Наш долг молиться на этом месте, потому что есть уничтоженные храмы, но нет уничтоженных мест алтарей. По преданию церкви на месте алтарей разрушенных храмов всегда стоит скорбящий ангел. Поэтому, чтобы он у нас тут не скорбел во Владикавказе, нам и без того хватает разрушенных храмов, было бы желательно это место восстановить и сделать его местом молитвы, притягивающей благодать, радость людям. Ну, вы видите все это запустение. Я думаю, что если будет молитва, то все здесь возродится, и это станет одним из прекрасных уголков Владикавказа, духовных.